В Армении вспоминают жертв массового убийства армян времен Первой мировой войны в Османской империи в связи со столетием события, которое считается многими в мире первым случаем геноцида XX века. В Ереване служители армянской апостольской церкви провели чин причисления всех погибших тогда армян к лику святых. По оценкам историков, события столетней давности унесли жизни примерно 1,5 миллиона армян, погибших или умерших в результате массовой их депортации, которая началась в 1915 году. В столице Грузии Тбилиси также прошли акции памяти жертв массового убийства армян. Сотни людей, многие из которых этнические армяне, несли флаги Армении и Грузии. Участники акции призвали правительство Турции признать события вековой давности геноцидом. Такое определение Турция категорически отрицает. В крупнейшем городе Казахстана, Алма-Ате, обрушился строящийся автомобильный мост. Пострадали не менее 19 рабочих. Спасатели пытаются найти еще одного строителя, оказавшегося, как предполагается, под каменными завалами. В столице Македонии Скопье представители некоторых творческих профессий, не имеющих постоянных рабочих контрактов, провели акцию протеста против законопроекта, предусматривающего повышение для них налогов, которые они окрестили грабительским. Среди участников акции актеры, журналисты, переводчики и музыканты. Они организовали шествие от здания Министерства финансов до Конституционного суда, куда передали тысячи протестов против законопроекта. В столице Афганистана Кабуле сотни людей вышли на улицы в очередную годовщину поддержанной СССР коммунистической революции в апреле 1978 года, ввергнувшей страну в десятилетие нестабильности. Участники акции осудили также победу в 1992 году сил маджахедов, которая породила здесь многолетнюю гражданскую войну. Протестующие настаивали на том, чтобы участники военных преступлений тех времен были привлечены к ответственности. Акция была организована левой политической партией «Справедливости», которая считает оба тогдашних события бедствиями для Афганистана. В городе Пешавар на северо-востоке Пакистана было взорвано самодельное взрывное устройство, когда мимо проезжал полицейский микроавтобус. Осколками были ранены не менее 9 человек, в том числе 6 офицеров полиции. Ее представители заявили, что обнаружили неподалеку еще несколько взрывных устройств, спрятанных в цветочные горшки. Ответственность за теракт взяли на себя пакистанские талибы.